2022 год для экономики региона был достаточно продуктивным. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова проводилась работа по улучшению делового и инвестиционного климата, поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, легализации теневого бизнеса, реанимация простаивающих предприятий, расширение производства, продукции, работа на отечественный рынок и поступление доходов в бюджет республики. Показатели сегодня говорят сами за себя. Уже на 1 декабря 2022 года у нас доходная часть бюджета составила 39,1 миллиардов рублей. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Соответственно, собственные доходы нашего бюджета составили 6,3 миллиарда рублей. То есть это на 57,1% больше, чем в прошлом году. Кроме того, необходимо отметить, что уже по итогам 2022 года по многим показателям социально-экономического развития, по темпам роста наш регион занял первые и вторые места. Высокие показатели социально-экономического развития, темпы роста промышленности позволили нашему региону в 2022 году занять первые и вторые места в рейтинге успешных республик СКФО и в целом по стране. Все промышленные предприятия в отчетном периоде повысили количество выпускаемой продукции. Индекс промышленного производства по итогам первого полугодия 2020 года составил 113,9%. Он рассчитывается по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В целом по стране этот показатель 102%. Мы среди лучших по СКФО. Такой результат сложился из-за увеличения объема выпускаемой продукции, выполненных работ и услуг нашими предприятиями за счет развития ранее действующих производств, открытия новых инвестиционных проектов и реанимации простаивающих. Нужно отметить, что достичь указанного результата удалось благодаря комплексу мероприятий, проводимых с личным участием главы Республики Ингушетия. В 2022 году в республике удалось реализовать масштабный проект по подготовке модели экономического развития Ингушетии до 2030 года. Модель предусматривает реализацию 5 ключевых проектов на сумму 13,5 миллиардов рублей. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в 2022 году удалось ввести в эксплуатацию завод «Технопарк Сердало», построенный еще в декабре 2016 года. Финансирование этого предприятия Махмуд Али Калиматов обсудил в ходе деловых встреч на полях Петербургского экономического форума. Предприятие заключило соглашение с электросетевой компанией и заключило контракт на 15 миллионов и будет производить свыше 10 тысяч разновидностей светодиодного оборудования. Данная работа проводится со взаимодействием с нашим колледжем, нефтегазовым колледжем, студенты которого обучаются специалистами компании ProFlat Group, работают на новых станках. Каждую неделю свыше 500 уже изделий уличного освещения производится и сдается потенциально в соответствии с контрактом. Ингушетия в 2022 году вошла в топ-5 субъектов страны по темпам инвестиционной активности. Это отметил президент России Владимир Путин в ходе выступления на экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге в 2022 году. На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом. Это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия на 24 позиции и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу. Ярким событием 2022 года стало проведение экономического форума «Деловая Ингушетия». На одной площадке предприниматели из нашей республики и других регионов России представили образцы продукции и инновационной технологии. Главе Ингушетии показали потенциальные проекты, которые могут быть реализованы в регионе. В частности, это завод по переработке полезных трав. Махмуд Али Калиматов поддержал полезную идею. Нетронутых мест, если взять Верди-Юрт, там много в части Чемыда, очень много. А если брать Терский хребет, то же самое, нетронутый.
На полях экономического форума «Деловая Ингушетия» регион подписал 20 соглашений на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Это организация производства детского питания на базе простаивающего предприятия, строительство элеваторного комплекса для хранения зерна, завода по переработке грецкого ореха и организация по выращиванию клубники и не только. Мы также заключили соглашение Центра инновационных разработок. Тут тоже хотели отметить, в состав которого вошли компании как и Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга. Уже есть совместные проекты, которые они на данном этапе защищают на уровне региональных органов исполнительной власти. Ну и, соответственно, были образованы круглые столы по 4 направлениям. Это содействие занятости, развитие туризма, поддержка малого и среднего предпринимательства и, соответственно, экспортная деятельность. Результат соглашения на форуме «Деловая Ингушетия» комбинат детского питания в республике официально запущен. Все эти годы предприятие простаивало. При личной заинтересованности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова объект удалось реанимировать. В декабре 2022 года состоялось открытие промышленного объекта. Важность открытия таких предприятий в Ингушетии трудно переоценить. Комбинат был открыт еще в 2015 году. Сегодня здесь производят собственные товары, на которые всегда будет спрос. Я очень благодарен именно правительству, что вот это взяло, и директору сегодня Гагиеву Руслану, и тем сотрудникам, и думаю, что вот это возвращение будет. Для нас, для республики, это настолько важно. Вы даже не представляете, потому что, вот представьте себе, у нас, просто не знаю, там, рождение у нас самое, мы первые, впереди всех рождаемости, но у нас еще 3000 более детей, у нас каждый год идут в первый класс. 3000. На предприятии будут производить 6 видов каш, которые уже скоро появятся на прилавках ингушских магазинов. Это гречневая, кукурузная, рисовая, овсяная и не только. На сегодняшний день комбинат детского питания производит сухие смеси из круп различных злаков для детей от 6 месяцев. Каши быстрого приготовления и безлактозные, молочные с натуральным фруктовым вкусом. Помимо нового продукта, после полного запуска здесь будет создано более 80 рабочих мест и наладит производство заменителей грудного молока. В последующем мы планируем выйти на производство именно молочной сыворотки, поставка в Россию, которая составляет около 97%. То есть это тоже серьезный проект, планируется по импортозамещению. Еще одним важным направлением модели экономического развития Ингушетии является туризм. Министерству экономики в 2022 году удалось согласовать в правительстве России концепцию развития всесезонного курорта Арамхи. Здесь появится новая горнолыжная трасса на 7 километров, гостиницы, рестораны и будет налажено производство и хранение снега, а также откроют современную канатную дорожку. Стоимость которой составляет свыше 13 миллиардов рублей, из которых свыше 6 миллиардов рублей вкладывает частный инвестор. И это для региона является рекордным вложением одного инвестора в рамках одного инвестиционного проекта. Региону в 2022 году удалось определить инвестиционные ниши в различных отраслях экономики. Разработаны паспорта промышленных зон, рассмотрены 37 обращений от инвесторов, которые включены в реестр. Проведена работа по поиску инвесторов для выхода из простаивания промышленных предприятий республики. Правительство региона будет работать над реализацией около 4 проектов в рамках госпрограммы. Это кирпичный завод, завод по производству санитарно-гигиенических средств, завод по реализации второй очереди птицекомплекса «Южный» и, соответственно, проекты, которые входят в модель экономического развития региона, так называемые прорывные, их 5, которые планируется реализоваться в 2023-2024 году. Строительство индустриального парка Джайрах, реализация проекта по обеспечению солнечной генерации. Также в планах на 2023 год развитие в Ингушетии исламского банкинга. По результатам работы, в первую очередь, главы, наш регион обещали включить в перечень пилотных проектов по реализации исламского банкинга, то есть партнерское финансирование, которое не подразумевает уплата процентов на проценты. То есть данное финансирование подразумевает в том числе и вхождение в долю проектов на сумму финансирования.
В 2022 году Ингушетии удалось закрыть кредитный портфель на общую сумму 450 миллионов рублей на закупку оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству детских гигиенических средств. Экономика Ингушетии и дальше намерена расширять свое производство и показывать отличный результат. Рина Цичоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.